Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Должна сказать, что недавно я переболела модной болезнью. Болела тяжело, но все равно приходилось и во время болезни решать очень многие вопросы по спасению и вывозу хвостиков. Итак, вчера прилетели 2 самолета, а это сразу 6 хвостов. Собаки большие. И честно скажу, рассаживать их было некуда. Они уже были в самолете, а я еще металась и не знала, куда. Все передержки мои переполнены. Когда к ранее прилетевшим привозишь новых, особенно кобелей, могут быть драки, а этого допустить нельзя. В этом вопросе важно грамотно всех рассадить, чтобы всем было комфортно, всем хватало места, все были живы, целы, здоровы. Размещали их на передержке. И сегодня я познакомлю вас с одной из них. Мы сотрудничаем с этой передержкой уже более 2 лет. На этой передержке содержится примерно 30 моих кураторских собак, а могло бы и больше, так как площадь территории позволяет. Этой зимой мы спасли много больных. Им нужны определенные условия, отдельное содержание. Например, для тех, кто перенес операцию, есть собаки, которые больны эпилепсией, есть кто с гипсом после переломов. И нам, друзья, очень не хватает мест. Мест для тех собак, которые нуждаются в изолированном помещении, чтобы их не травмировали другие собаки. У нас очень не хватает мест. Должны быть места, огороженные выгульники, должны быть зоны зонирования. Осенью заниматься этим будет уже поздно. Да и стройка занимает не 1 месяц. Я обращаюсь к вам с таким вот вопросом. Что вы на это скажете, как вы на это смотрите? Поддерживаете ли вы меня? Будем ли мы заморачиваться? Я считаю, что это вопрос жизни и смерти наших собак, которые еще остаются в опасности. Пожалуйста, поддержите меня. Давайте начнем строительство. Тогда нам надо открывать сбор. Сбор на стройматериалы, на строительство. Именно в мае надо начинать эту стройку. Иначе следующих нам просто будет некуда вывозить, и тогда надо останавливать спасение. Отписывайте свои комментарии. Очень жду вашего мнения. Жду. Конечно, все зависит от вашей помощи, друзья. Если вы отзоветесь, то мы сможем построить еще несколько вольеров с выгульником. Площадь участка позволяет, тем более наступает лето, есть возможность что-то построить. Новые места – это шанс на спасение тем, кто с такой надеждой смотрит в ППЖ на приехавшего волонтера. Я прошу вас, напишите, пожалуйста, под роликом ваше мнение. Будем ли мы расширяться, будем ли мы строить еще места для якутских бедолаг? Пока возможность есть, пока сезон позволяет, потому что зимой нам очень не хватало мест, но мы ничего не могли сделать. Приходилось отказываться, приходилось держать в Якутске в не очень хороших условиях, притормаживала вывоз, потому что просто некуда здесь размещать. Конечно, должны быть зоны, разные зоны для разных собак. Иногда собаки между собой не дружат, такое тоже бывает. А иногда по состоянию здоровья требуется изолировать
хотя бы на время кого-то из собак. Поэтому нам очень не хватает места. Мы бы хотели построить вольеры. Вольеры обязательно с выгульниками, чтобы гуляли они не по очереди, а одновременно все, чтобы больше проводили время не в вольере, а именно на своей небольшой пусть территории. Но нам надо закупать тогда стройматериал и в мае начинать уже сооружать какие-то строения. Друзья, мы начинаем сбор на строительство вольеров. И, конечно же, будем вас информировать, как будут идти дела. Поддержите, пожалуйста, доброе дело спасения. От того, сколько мы сможем собрать денег, будет зависеть, сколько вольеров мы построим или сколько домиков. Это будет зависеть еще и из какого материала мы будем строить. Хотелось бы, чтобы это были не будки и не цепи, а чтобы это были какие-то основательные домики, в которых можно было бы жить круглогодично, чтобы они жили в комфорте и, насколько это возможно. А мы бы продолжали их пристраивать, пиарить, лечить, все как обычно. Вот, например, в прошлом году нам удалось построить один такой вот вольерчик с выгульником, но это катастрофически мало, этого не хватает. Таких должно быть много и, возможно, какие-то другие строения, но все это зависит от бюджета. Очень хотелось бы расшириться, очень хотелось бы. Что вы посоветуете? Будем расширяться или нет? Любое расширение – это дополнительно спасенные жизни.